Всем привет, ребят! Выехали на поле, вот такое поле, там дорога идет, и здесь едем на рыбалку, на вечернюю рыбалку, совсем незнакомые места нам, на УАЗике едем. Как бы в детстве я здесь бывал, но это было очень давно. Сегодня я не один, у меня как бы едем вдвоем со старшим сыном. Дорога здесь близко идет к реке, и вот решили остановиться, посмотреть. Вот такой вид, смотрите, как ширина хорошая, но тоже очень мелко. Но мы еще дальше поедем, там уже будем на удочку ловить рыбу и на спиннинг. Посмотрим, что за рыбалка будет. Дорога здесь такая, тоже как бы лесная. Здесь будет мостик, там луга тоже заброшенные, я смотрю. Тут мост небольшой. Дорога везде. Бурундук, смотри. Она. На дороге. В общем, едем на первой и второй передаче. Не разгонишься дорога. Выехали на луг. Смотрите, сток стоит. Здесь заготавливают сено. О, даже на избушку приехали какую-то. Вот это да. Смотрим, что за изба тут. И дорога вон куда-то туда идет. Ну, ладно, сейчас избушку посмотрим и по той дороге съездим еще. Короче, блуждаем. Речку потеряли, не знаю даже где река сейчас здесь. Так. Избушка супер сверхвысокая. Чолом заракарка. Можно даже... Ух ты! И прям избушка такая. Интересно, первый раз такое вижу. Брикеты кругом. Нары вот такие. Печка железная, добротная. Ну и кирпичная труба. Интересная, конечно, конструкция. Там еще вторые нары, верхние. Да, что-то новое я увидел, ребят. Ни разу еще в таких избах не был. Места совсем мало. Ну, планировка так себе, если честно. Вот. Очень маленькая избушка, но она 3 на 3 примерно. Нормально. Все здорово. Вот такая получается, такое окно, фундамент хороший, пасынки. Не знаю, куда дальше ехать, честное слово. Там лужу переехали, думаю, застряну. Да нет, нормально проскочили. Вон туда сейчас ездим еще. Дорога вон туда куда-то идет. И здесь как будто показалось, что здесь получается речка. Не знаю, могу ошибаться. Или озеро. Тут озеро, ребят. Там Тюля, Денис. Да, озеро. Где река? Туда надо дальше ехать или что? В общем, ищем речку. Появилась очередная избушка.
Смотрите. Баню, новую баню построили. Это, наверное, у Ваньки. Свежая. Только что построили, наверное. Ну и тут избушка. Видите, какая с коврами. ОСБ там набиты стены. Вот это уже понимаю. Просторно, уютно. С обеих сторон нары. Маленькая такая вот печушка. Класс. Вот эта избушка на 5 с плюсом. Так. До сих пор ищем речку. Конна щачка не Денис. Цены. Там речка. Ага, ну да. Вышли на речку. Там ниже на поворот вижу тоже избушка. Чья-то изба. Вот и пойми. Речка совсем мелкая здесь. Но широкая. Нам куда-то на поворот надо сесть, порыбачить. Там вообще ляпкает. Тут тоже избушка. 2 нары. Двойные нары. Такая вот планировка. Здесь, наверное, уже другая семья живет. Немножко гульнули. И там избушка вон. Ну и тут, который вот я еще показывал избушку. Вот такие дела. Короче, здесь нам не понравилось, так как река широкая и не глубокая. Вообще что-то место не то. Обратно будем выезжать, другое место будем искать. Почти 2 часа мы были в пути. Наконец-то нашли речку. Вот она речка. Здоровая. Здесь намного шире, чем вот в сторону первой избы. Вижу какие-то следы. Похоже на медведя. Ну и река. Здесь хороший поворот, глубина. И здесь будем рыбачить. Посмотрим. Может, что и поймаем. Вроде как мелочь плещется. Что далеко ходить уже не стану. Здесь я увидел удочку такую вот заброшенную. Вот, пожалуйста. Коряги, поворот. Давайте сейчас еще спущусь. Посмотрим. Интересно же, первый раз здесь. Капец, вот это блуждали мы. Туда-сюда. Не понимаю, куда ехать. Коряжник тут. Вроде добротное место. Думаю, будет интересно здесь посидеть с удочкой. Вон такой поворот. Небольшое такое течение. Конечно, хотелось бы. Но оттуда и буду рыбачить. Если с другого берега, можно и на фидер. Вон как плещется, видно. Хороший поворот. Стоило того, что долго ехал. Там рогатин на другом берегу, ниже. Это говорит о том, что там фидером тоже рыбачили. Но здесь какой-то зверь прошел. Смотрите, какое поле, какое место. Шикарное место, ребят. Вот, Денис будет блеснить, блесна кидать там. Сперва туда пусть ходит, потом вниз. Место тоже ходить не очень приятно будет, но посмотрим. Все, короче, закидываю удочку. Уже буду рыбачить. Рыбачу уже примерно час. Денис пошел напротив течения, вдоль берега, там спиннинг кидает. В общем, вот так вот это все выглядит. Порвал, оставил первый крючок. Тут коряги. Место хорошее, но вот здесь, наверное, какое-то бревно лежит. Закидываю доночную снасть, он спускается и на бревно попадает. Вот. Первый срыв был, какой-то желтая рыба.
Думал, это подъязик или что-то в этом роде. Но чуть позже эта рыбу я поймал. И сейчас я покажу, что за рыба. Кроме этого, уклейка достает очень много поклевок, уклеек. И сейчас рыбалка, ребят, вот. Так, подожди. Там вообще один елец, бойко так прыгает. Потом 2 плотвы. И вот желтая рыба, о чем я говорил. Вот она. Вот она. Это окунь. Вот такой улов. Получается 5 рыб. Не густо. Ну, просто с местом чуть-чуть не повезло. Здесь кругом такой поворот. Коряга. Очень много коряга. Там берег тоже крутой. Ну вот если вот только с другого берега с фидером рыбачить. Денис где-то он там появлялся, а он еще дальше ушел. Вот. Ну пока здесь посижу. Там тоже место. Не знаю, крутой берег и вот валежники. Там берег такой вот. Очень крутой. Но река шикарная тут. Просто офигеть. Если вон туда, где ивы. Да везде можно рыбать, самое главное, чтобы подводных коряг не было. Вот здесь вот коряга просто лежит. Ну, таких больших всплесков еще не было, чтобы вот язь, лещ где-то вот так бахнул. Нет, ни одного прыжка еще не было такой рыбы. А цель у меня хоть одного леща или подъязика поймать. Блин, вот там тоже вообще жесть место. Дениса не слышно, может даже и где-то напрямик пройдет. Утка садилась на этот чернить хохлатая. Ну, процесс рыбалка особо не стараюсь снимать, так как, знаете, тысячи поклевок, просто тысячи, и в основном все холостые. На поплавок пробовал. И вот так все это выглядит на поплавок и на доночную. Прикормка покупная. С кашей так разбавил. Вот. Ладно, рыбачу дальше. Может даже придется место поменять. Куда идти, хрен пойми. Ехать тоже не вариант куда-либо. Может дорога вон там куда-то выходит, здесь ниже поворота. Если там, не знаю. Честно, пока вот тут посижу. Первый раз разведка. Если понравится, то чаще буду сюда приезжать. В принципе, река-то хорошая тут. Да и думаю, рыба тоже есть. Просто надо узнать эту речку. Побольше там приезжать. Где какие места хорошие, плохие. Где будут всплески, вот это все надо. Посмотрим. Смотрите, дикая черная смородина. Очень много. Татаны, Адян. Вон там я, короче, рыбачил. Вот на повороте выше. Сейчас уже начал идти искать другое место. Тане. Только что их ты угощайся. Пешком схожу. Посмотрю, потом уже. Короче, с местом проблемы. Без лодки тут. Вообще неудобно. Смотрите, какой тут берег. Капец. Понятно, здесь рыба должна быть, но... Ё-моё, тут берег. Капец. Следы еще тут нехорошие, блин. Какие-то. Какой-то зверь тут ходил, видно. Так. Ох, какая-то, блин. Это да.
Интересная трава здесь. Красная смородина. Кислая, ой. Так. Тут, смотрите, черная смородина дофига тоже. Капец тут берега. Фу. Ну нафиг. Не, ребят. Здесь берег вообще плохой. Тут берега нету практически. Здесь, наверное, глубоко. Хорошее место. Вон оттуда рогатины стоят. Если оттуда рыбачить, да, понятное дело, хорошо с фидером. Не вариант здесь, ребят. Но смородина дофига. Вон там тоже. Ой. Вот она смородина. Смородину поем. Вышли мы на песок. Да, направо надо вон туда ехать. Вон эстеколамиан мун. Вон там видно, Денис идет по пляжу. И смотрите, какое шикарнейшее место тут. Чудеса и только. Ну, в общем, я тут еще попробую, порыбачу. Как получится, посмотрим. Дальше ехать, ну, просто уже не стоит. Там плохой участок, там потом ручей, видно, выходит. Дальше луг и идеальные места. Ну все, давайте попробуем тут. Покидаю, порыбачу. Уже поймал 2 плотвы. Ну, сейчас немножко буду снимать. Хорошие плотвы попали. Уклейка. На камеру уклейки только клюют. Елец. О, я для моих горщакельчи. Смотри, какие крупные, хорошие. Давай, Денис, на поплавок порыбачим. О, первачок. Плотва. О. И плотва. Берем. Плотвичка. Плотва стандарт. Не крупная, не мелкая. Среднячок спортивный размер. Плотва. О, плотва хорошая. Хорошечная плотва жиды. Ух ты. Вообще хороший. Оказывается, сидел уже. Здоровяк. Все, короче, рыбалку мы закончили. Где-то слышно, лодка идет. Спускается. Как солнце село,
клев вообще перестал. Очень вялый стал. Ну и сейчас в данный момент поплавок плохо виден. Сейчас покажу улов, что у нас получилось. Вот столько рыбы. Примерно 3 окушка. Вот это Денис поймал на спиннинг. И вот такие вот некрупные ельчики. Это завтра с мукой. На муке пожарим. Хорошие вот такие. Елец. Это в основном плотва вот. Вот такие ела. Ну, примерно по количеству штук 25, наверное. Не больше. Ладно, поедем мы обратно сейчас. Ни одного всплеска крупной рыбы я не видел. Только на другом берегу какая-то рыба или мелочь какую-то. Может, окунь гоняет. 2 раза хорошие такие вот. А чтобы вот где-то язь, всплеск язя или леща, ну просто не было. Место шикарное. Река здесь очень широкая. Такой поворот хороший. Можно с другого берега тоже фидером порыбачить. Но тут не вариант. Здесь тоже, оказывается, за этой травой коряги лежит. Там уже берег тоже нехороший. Вон там. Если дальше на поворот там спуститься, может получше будет. Сейчас поедем. Все, накормили комаров, мошкары. Достаточно. Вот. Такие дела. Сейчас поедем. Все, нарыбачились. Ну все, ребят, мы дома. Стемнело уже. Что по сегодняшнему дню? Ну, вечерняя рыбалка у нас была. Где-то порыбачили часа 3, наверное. Показал улов. Слабенький, но нормально. Завтра эти рыбы мы пожарим на муке. Ну, с мукой-то есть. С мукой пожарим. Очень вкусно получится. Они не такие крупные, но плотва есть плотва. Вот. Съездили. Давно уже туда не ездил. Вообще уже, можно сказать, даже незнакомые для меня места. Незнакомые избы. Первый раз эти избы видел. Там еще несколько изб было. Ну, просто, как сказать, у нас тоже в планах было найти какое-то вот место, чтобы порыбачить, а не так, чтобы вот избы там, обзоры там делать. Ну, по пути там 2 избы попалось, я вам поснимал. Вот. Ну, давайте, до новых видео, до новых встреч, до новых рыбалок. Следующая походная она будет уже у нас с Денисом также в планах съездить до первой избы с ночевкой. Так что рыбалка продолжается. А на сегодня все. Давайте, до новых встреч.